Недавно мы наткнулись на видео, где популярный в Ингушетии блогер Артем Плато позволил себе такое высказывание. Вы историю хорошо знаете. Я очень уважаю чеченский народ и знаю немножко историю Чечни. Я знаю, что Деникин покорил Чеченскую республику, ну, Чечню, и не покорил ингушей, потому что ингуши послали их армию эту русскую вместе во главе с Деникиным куда подальше. Об этом Деникин сам пишет, это не мои какие-то там догадки или так далее. Деникин пишет в своих рассказах, в своих заметках про то, как он покорил Чечню. Мы предполагаем, что Плато ввели в заблуждение. Помимо этого, ингуши нам часто писали комментарии про Деникина. Итак, в данном случае Артем утверждает, что ингуши Деникина послали куда подальше, то есть Деникин не смог покорить ингушей, и что об этом пишет сам Деникин. Нам стало интересно и проверили подлинность этой информации. И вашему вниманию мы предоставляем то, что Деникин писал про те события. Очерки русской смуты, Антон Иванович Деникин, страница 122. Большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением. Части генерала Геймана, наступавшие с севера, находились под ударом с фланга и тыла, со стороны ингушских аулов, с населением поголовно вооруженным, поднявшимся в защиту большевиков. Потребовалось 6 дней упорной борьбы, ряда последовательных ударов по ингушским аулам, в которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только 27-го Ингушский национальный совет выразил от имени народа полную покорность, приняв все наши условия, а 28-го после 10-часового уличного боя наши войска овладели Владикавказом. В последующие дни происходила только ликвидация остатков противника, рассеявшегося в окрестностях Владикавказа и зажатого нашими войсками в тесном районе Сунжинской долины между Владикавказом и Грозным. В Грузию бежало свыше 3000 красноармейцев. Как мы видим из вышеизложенного, ингуши после 6 дней борьбы покорились Деникину. И тут важно подчеркнуть, что ингуши сражались против Деникина совместно с большевиками.